Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана прибыл с первым официальным визитом в Малайзию. Городу Аркадак вручены сертификаты за развитие инфраструктуры и экологию. Проект Российско-Туркменского университета находится на завершающей стадии и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с первым официальным визитом в Малайзию, где проведет переговоры на высоком уровне. В среду вечером президентский авиалайнер совершил посадку в международном аэропорту Куала-Лумпура. Главу государства встретили высокопоставленные представители дружественной страны, а также члены правительственной делегации Туркменистана. В ходе пленарного заседания Международной научно-практической конференции «Умный город. Технологии управления, цифровые, умные и ИИ-технологии, безопасность, экономика» состоялась церемония вручения городу Аркадак сертификатов за достижения в развитии инфраструктуры на основе интернета вещей, интеллектуальных транспортных систем, решений для повышения энергоэффективности, мониторинга и управления окружающей средой. В Институте международных отношений МИД Туркменистана прошла презентация японского перевода книги президента Сердара Бердымухамедова «Молодежь. Опора Родины». Издание познакомит японоязычных читателей с государственной молодежной политикой Туркменистана и достижениями туркменской молодежи в различных сферах. Меморандум о взаимопонимании подписали Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огусхана и Политехнический национальный университет наук и технологий Бухареста. Церемония подписания меморандума состоялась в онлайн-формате. Последовательные усилия Туркменистана по укреплению мира и сотрудничества вносят значительный вклад в развитие мирового сообщества. Об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. Руководитель ОТГ отметил, что члены Организации тюркских государств твердо привержены дальнейшему укреплению партнерства с Туркменистаном. Вместе мы продолжим работать над достижением наших общих целей прогресса, мира и процветания не только в тюркском мире, но и на мировой арене, сказал он в послании Омуралиева, адресованном президенту Сердару Бердымухамедову. Проект межправительственного соглашения об учреждении Российско-Туркменского университета в Ашхабаде находится на завершающей стадии согласования. Об этом заявил посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин на пресс-конференции, посвященной итогам двустороннего сотрудничества в 2024 году. Он также отметил, что в рамках расширения образовательного взаимодействия российское правительство существенно увеличило квоту для абитуриентов из Туркменистана. В текущем году количество бюджетных мест для туркменских студентов было увеличено до 500, и этот показатель сохранится в приемной кампании 2025-2026 учебного года. На сегодняшний день в российских вузах уже обучаются более 47 тысяч студентов из Туркменистана. Представители посольства Туркменистана в России провели встречу с туркменскими студентами, обучающимися в Российском университете дружбы народов. В ходе мероприятия дипломаты рассказали учащимся о текущем состоянии туркмено-российских отношений и ознакомили их с ключевыми направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана. Международная экологическая коалиция «Реки без границ» выпустила доклад с анализом различных вариантов достройки Рагунской ГЭС в Таджикистане, претендующей на статус гидросооружения с самой высокой плотиной в мире. По мнению экологов, реализация проекта в текущем виде не гарантирует решение всех энергетических проблем страны. Прогнозируется, что периодические отключения электричества будут продолжаться до 2036 года, а создание масштабного водохранилища несет риски для экосистемы и жителей в низовьях реки Вахш. В докладе рекомендуется рассмотреть вариант строительства плотины меньшей высоты в комбинации с развитием солнечной энергетики. Уменьшение высоты плотины на 70 метров позволит сократить число переселяемых жителей с 40 тысяч до 1/3 от планируемого количества. Дубай стал первым городом на Ближнем Востоке, официально запустившим систему доставки грузов с помощью дронов. Согласно планам развития проекта, к 2033 году беспилотные курьеры будут обслуживать около 30% городской территории. Дроны способны транспортировать небольшие грузы массой до 2-3 килограммов. Перед официальным запуском сервиса в городе были проведены испытания. В ходе тестирования специалисты подтвердили полное соответствие новой службы доставки всем требованиям авиационной безопасности. Беспилотники успешно справились с доставкой различных грузов, включая продукты, медикаменты и другие товары, четко следуя заданным маршрутам. Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился в Дохе с руководителем Федерации футбола Туркменистана Гуванчмухаметом Овековым. В ходе встречи стороны обсудили развитие футбола в Туркменистане и возможную поддержку со стороны ФИФА будущих проектов Федерации. В рамках встречи глава Туркменской Федерации преподнес Инфантино особый подарок – традиционный туркменский ковер ручной работы с портретом главы ФИФА на фоне символики организации и государственного флага Туркменистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра.
завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.